Этот маленький домик Аделе Тимиркаяевой достался тяжким трудом. Все, что зарабатывала, она вкладывала в его благоустройство. В один миг женщина лишилась всего, что было нажито. 28 июня потоп уничтожил все имущество. Вода прибывает. Вода около метра. Колодец с мотором затопило. Вода прибывала очень быстро. Я не верила до последнего, что может произойти такого рода масштаба, такого потопа. К обеду сказали: поднимайте вещи наверх. Я позвонила сестре. Сестра приехала, забрала у меня ребенка. Вода, хлынувшая в дом, уничтожила мебель и технику. Мебель вся новая. Кухня. Вот еще в рассрочке кухня. Я еще за нее не рассчиталась полностью. Техника. Вода вот была до этого уровня. Вот вся сбухла мебель, даже двери не открываются, видите, духовка, посудомойка, ну все затоплено. Когда вода сошла, здесь ползали эти канализационные черви, просто нужна санитарная обработка полностью. После затопления в дом к Аделе Ханым пришла комиссия по оценке ущерба, но они не сказали ей ничего утешительного. Они вручили мне какие-то заявления, которые я должна заполнить и отвезти в поселковый совет. Сказали, что мы за вас не забудем, мы вас помним, и вот больше никаких действий. Я попросила, говорю, пусть приедет голова сельского совета, ну хоть где вода, помыть руки элементарно, потому что ни технической воды нет. Та вода, которая вот в тазике, она вообще непригодная. Здесь запах, вы чувствуете запах. Электричества дома нет, воды нет. Я не знаю, как это сделать. У меня даже денег мотор новый купить нет. Мне нужно просушить дом, розетки. Я не знаю, никто не пришел и не спросил, какая нужна помощь. Аделе Тимиркаяева одна воспитывает 8-летнего ребенка с проблемами речевой адаптации. Большую часть времени она посвящает ребенку. Работать в полную силу у нее нет возможности и времени. В этом доме проживаю только я и мой несовершеннолетний ребенок. У меня нету мужа. Я сама воспитываю ребенка. У меня не хватит денег на у меня их нет. У меня их просто нет. У меня есть работа. Я ни на что не жалуюсь, мне их хватало. Но я сейчас понимаю, что осталось до школьного времени 2 месяца. Мне придется заниматься воспитанием и образованием моего ребенка, возить его в школу, привозить. Я не смогу заработать уже тех денег. И то место, где я работаю, тоже потоплено. Аделе Тимиркаяева осталась со своей бедой одна и просит всех неравнодушных людей помочь. Вот думала, все, я уберу цветочки, занавески и начну жить. В принципе, я уже начала жить. В этом году я планировала заняться участком, посадить розы. Но вот беда пришла, и я не знаю, как с этим справиться. Я хочу обратиться к людям неравнодушным, к моей беде, попросить помощи материальной, чтобы я хотя бы могла что-то сделать для того, чтобы улучшить свои жилищные условия и жить со своим ребенком. Деньги для помощи можно перечислить по реквизитам.